Приветствую, приветствую зрителей канала ТР и тебя, Айдер, тоже. Спасибо, мы тебя тоже очень всегда любим и ждем. И хочу услышать твою оценку этой нацистской речи нового фюрера, который себя полностью, абсолютно... То есть король абсолютно голый. Вот он стоит, все намерения оглашены. Это большая война, Байден не хочет с ним разговаривать, никто не хочет говорить с Лавровым. И мир на паузе, вот сейчас, да? Мир на паузе перед чем? Твой вариант. Ну, вот ты знаешь, видимо, стоит говорить о том, что для Путина это кульминация. В том ее смысле, что действительно до этого, можно считать, ему сильно везло, поскольку все, что он делал, не встречало никакой реакции. Я бы сказал, что сейчас что-то изменилось, кардинально, существенно. Потому что очень однородно выступают не только страны коллективного Запада, но в целом мировое сообщество. С легкостью ты найдешь реакции от Японии до Турции, от ООН до Китая. То есть фактически это практически однородное отношение, абсолютно такое гомогенное, относительно агрессии и нарушения международного права. Я бы сказал, что вот в этом смысле я не думал, что реакция будет столь одинаковой, столь солидарной, потому что мы видели примеры обратного. Что касается санкций, я бы сказал, что, наверное, кое-что еще впереди, самое существенное, поскольку в основном сейчас пока, несмотря на то, что я вижу и нечто новое, пока я так и не увидел списка санкций ЕС и включенных туда пропагандистов, просто до этого никогда пропагандистов не включали, все время говорили о том, что это журналисты и так далее. Ну вот это точно новое, наряду с фамилиями чиновников, депутатов, какими-то отдельными санкциями по госдолгу, например, американскими. Я бы сказал, что для Путина это, повторяю, кульминация, после которой ничего хорошего у него уже не будет. После такого хорошего не бывает. Я бы сказал, что если раньше он самым худшим мог похвастаться этой изоляцией, из которой они периодически выходили, да, шантажируя мир, то теперь, по-моему, его переместили в кластер, из которого уже выйти нельзя. Это уже не изоляция, это уже враждебное отношение. То есть эта война, безусловно, она может перейти в горячую в Украине, но она точно уже жестче, чем просто холодная с остальным миром. Я не вижу для него хорошего выхода в принципе здесь. Отыграть назад он уже не может, отказаться от признания ДНР и ЛНР, ему конец. Ему просто конец. Вот, потому что, судя по реакциям, которые и предшествовали тому, и внутри элиты их вот этой, и то, что придется, значит, после этого каким-то образом выравнивать то, что было сделано, я думаю, что назад он отыграть не может, а вперед идти у него явно не хватает ни сил, ни союзников, ни ресурсов, ничего, кроме собственного самозомбирования такого пропагандистского, у него же ничего нету. То есть все расчеты его не оправдались, на мой взгляд. И тем не менее он в отчаянии может начать эту войну для того, чтобы, ну как, победителей не судят, захватить какую-то часть Украины и уже с этим жить, что называется. Так что в остальном я могу сказать, что да, действительно, это вполне себе классическое поведение агрессора из, там, может быть, 20 века, может, еще раньше. Но реакции точно из 21 века. Да, это, пожалуй, что нечто новое. На что рассчитывает? Это Пьянковскому задал вопрос. На что рассчитывает Путин? В принципе, то, что сейчас делает он, это путь в один конец. Ну, как бы, даже если предположить, что что-то он там себе отгрызает, даже предположить, если его вот прям тотальный военный, вот нет Украины, никто ему не сопротивляется, и вот он такой король мира, да, вот прям, ну, невозможно предположить. Он даже в этом случае становится гипотетическим, становится всемирным изгоем с потрясающими санкциями, с нулевыми шансами не то что на развитие, с нулевыми шансами накормить даже свое вот это быдло, да, которое он собирается вести там на мясорубку и так далее. То есть это в принципе крах государственности как таковой, потому что у Сталина все-таки были деньги какие-то там рабской силы. Я не уверен, что кто-то может работать там в современной России. Все уже давно развалялись, давно разложились, ожирели от шальных денег и так далее. И перевести эту страну на рельсы Чучхе, но будет сложновато, по-моему.
А перевести на рельс Чучхе и отличие от Сталина в чем? В главном, так сказать, активы, ресурсы все за границей. Зависимость от наличия этих ресурсов столь велика. Может быть, сам Путин-то и готов на скоро 8-м десятке отказаться от этого. Но его-то окружения нет. Вот они-то все очень остро чувствуют эти санкции по отношению именно к себе. Они не воспринимают себя через страну. Ой, вот в стране хорошо, а мне плохо. Ну и ладно. Не, они все воспринимают через частную личную призму. Как бы они ни тужились получить какую-то идеологию, выработать идеологию, они все равно остаются все теми же клептократами. Ничего нового там не появилось. Все равно сущность их, она клептократическая. Она вся на поклонении мамоне, понимаешь? Деньги там главное, они в центре. И Запад бьет именно по вот этому главному. Пока недостаточно, на мой взгляд, совершенно недостаточно. Можно ударить гораздо сильнее и не цацкаться, и эффект будет гораздо быстрее, немедленнее эффект, потому что всегда остается какое-то ощущение, ну что-то, как-то мы где-то вырулим. Ну, как Медведев на свою безопасность сказал, ну побегают, куда денутся, там без газа, без нашего, без всего, все равно все отстроится. А мне кажется, что как бы здесь немного по-другому это все начало работать, и с этой точки зрения сам Путин может не задуматься, может даже до конца не понимать. Там какая-то степень безумия, безусловно, присутствует. Наряду там с паранойей, страхами его и так далее, но какая-то степень безумия присутствует. А вот окружения его нет, они, мне кажется, вполне отдупляют. Они очень трезвые в этом смысле. Но ты посмотри, я называю это разговор с холодцами, да, вот это, или с холодцом таким коллективным. Они же реально все перепуганные, все нажитое непосильным воровством. Да. Все эти миллиарды в Лондоне, эти дочкины виллы, это поездка летом там к сыну во Флориду, это внуки, это вся жизнь коту под хвост, да, то есть получается... Правильно я понимаю, что Путин в окружении какого-то количества непонятных даже кого, потому что даже Шойгу не выглядел ястребом на этой, так сказать, конференции, даже ближайший его товарищ Шойгу, да, он тоже там, ну не кричал там «мы победим мир» весь, да. Получается, что Путин оторвался ментально от своей элиты, и он движется в каком-то другом направлении. А они остаются типа с бабками своими, растерянные, с разбитым корытом, с трясущимися ручками. А вождь способен лишить и их будущего, и их детей. Ну, про страну я там не говорю, это понятное дело. Там какие-то людишки там еще нарожают. А о них вообще никто не думает. Вот ты говоришь, как их кормить, он вообще об этом не думает. Вот это точно даже на 10-м, на 20-м, на 100-м месте там это вообще не воспринимается как проблема. Вот. Задача, как бы я бы сказал, не потерять лицо в том смысле, что он должен закончить начатое. Он не может остановиться, он не может пойти на какие-то компромиссы, как-то отыграть. Вот. Я не вижу этого, потому что мы же видели на протяжении всего января, февраля, да и с конца декабря, что у него не получается, что ни ультиматумы его, так называемый меморандум Путина, ни попытки договориться с Китаем, создать какой-то большой союз, настолько сильный противовес коллективному Западу, который бы мог бы не взирать на все эти риски, издержки и так далее. Ни на региональном уровне загнуть, так сказать, Украину, заставить Зеленского или там элиту политическую Украины сдаться, просто капитулировать. У него ничего не получилось. Другой бы сказал, ну да, это не получается, надо как-то сманеврировать. Надо зигзагом, перпендикуляром уйти как-то в бок, обойти, взять паузу, в конце концов, посидеть, подождать. Нет, это просто эскалирует ситуацию дальше. И он идет дальше, и попадает в ситуацию, когда развернуться и пойти обратно уже невозможно. Да и в бок уйти. Это такой тоннель, по которому бежит он. А за ним бежать они не очень хотят. Ну хорошо, вот конкретный пример. Мы же видели, так сказать, вот названных лиц, а там есть ястребы. Вот ястребом является Патрушев, который возглавляет, будучи секретарем Совета Безопасности. Да, он секретарь Совета Безопасности, по сути, рулит этим органом. Более чем было свидетельство, что именно он является одним из планировщиков вот этих всех агрессивных действий в отношении Украины. Я думаю, что это действительно так. Конечно, Путин, понятно, но и в отношении внутренней оппозиции, и в отношении каких-то внешних Ну, кто-то должен поддакивать, говорить правильно, там, да. Ну, он же, ты же видишь, как заявляет, при том, что риторику он сохраняет лояльную, он говорит, ну, может быть, не надо сейчас признавать 3 дня, давайте с Байденом встретимся, поговорим. И блеяние Нарышкина, где-то это все рядом. Они, возможно, начинают понимать, что вождя как бы ведет, а действительно в рай с ним отправляться желающих не так, чтобы сильно много. Слушай, вот. А есть такая вероятность гипотетическая, что тот же Патрушев ведет переговоры с администрацией Соединенных Штатов?
Так они, какая вероятность? Он с Селиваном определен как переговорщик. И он с Селиваном разговоры вел именно Патрушев. И они о чем-то говорили, они в Женеве встречались, то есть они постоянно и по телефону разговаривали. Ну, не говоря о Бернсе, который прилетал в Москву, руководитель ЦРУ, с которым, конечно же, встречался именно Патрушев и ряд других лиц. Безусловно, они являются уполномоченными лицами ведения переговоров с Соединенными Штатами. И я думаю, что в какой-то момент именно они, возможно, начали разводить руками. Ну вот мы дальше так не можем. У нас, как бы, поймите, обстоятельства силы непреодолимые в лице Путина, который решил так и теперь по-другому никак. Я думаю, что нельзя исключать, что там идет какая-то внутренняя дискуссия. Иначе зачем они, а ведь это была запись Совбеза, показали именно это. Нарышкина, Патрушева. Ведь могли же вообще ничего не показать. Показать Путина, показать Медведева. Он зам его формально в Совете Безопасности, он председатель. Показать еще Матвиенко, сумасшедшую пьяницу. Ну а и все. А зачем показывать остальных-то? Значит, это нужно для чего? Для своих каких-то аппаратных вещей. Какая-то идет вот такая сталинская война внутренняя. Ну, Сталин определяет, кого из политбюро вышибить. Вот приблизительно может быть вот так. Ну, а ты допускаешь, вот мы с Андреем Пятковским разговаривали до тебя, что он говорит, что единственный вариант, как бы, ну, спасти мир от большой страшной войны, это, как бы, ну, условный сценарий Табакерки. Ну, просто он другого не видит, да? Но, а ты человек все-таки, ты в политике был, в российской, понятно, что давно. Было. Да, но все-таки кого-то знаешь, кто-то знает, кто-то рассказывает. Есть ли там люди, способные встать и сказать, может быть, на вот этом заседании Политбюро встать впятером и сказать, мы с вами туда не пойдем? Или они будут бояться? Вроде Путин никого не расстреливал, так вот как Сталин пока до сегодняшнего момента. Не, ну не расстреливал, как он, значит, заявил, слава богу, говорит, террора нет. Помнишь, вот это 60 Да. вчера. Ты представляешь степень цинизма? Нет, то, что я знаю про него точно, он абсолютно распущенный. Он даже, когда разговаривает в каком-то кругу, он шутит скабрезные анекдоты. Да, это известно. Вот это на пальцах все вот это такое, да, то есть эстетика вот такая абсолютно. Да, абсолютно. Нет, это точно абсолютно, потому что об этом масса свидетельств. И жена его проговаривалась, бывшая, я имею в виду, не раз об этом, что он поклонник черного юмора. Это ее цитата вот такого всего, какого-то подсмеиваться над всеми, это она прям говорила. Но я даже не знаю, черный юмор это все-таки что-то благородное. Мне какой-то юмор... в его случае нет. Вот именно, что она, там контекст был такой, что мне это не близко, а вот он вот умеет, ему это нравится. То есть там, мне кажется, вполне неявно, но было передано его такое этическое представление о прекрасном, в кавычках. Вот. Я бы сказал так, что вот я не вижу таких людей конкретно, да, чтобы вот был один такой человек, который бы вот, ну, реально мог там, да, вот за ним сила, и он вот взял и сделал. А с другой стороны, ты понимаешь, ведь какая штука, многие вещи в русской истории вот в 20 веке происходили именно без лица, да, как бы коллективным образом, как, например, отстранение Хрущева, или даже когда Сталин лежал уже несколько суток, собственно, собралось политбюро, за дверями стояли, Берия поворачивается и говорит, ну, товарищ Сталин спит, отдыхает, не мешайте ему, понимаешь? Вроде как и никто конкретно, а вроде как все. Но вот в данном случае, я думаю, представить себе, что они все вместе сойдутся на мысли, что то, что он делает, это уже безумие, это уже на грани, в принципе, наших государственных интересов, там, начать ядерную войну, да, шмальнуть по Украине так, чтобы у нее не было ядерного оружия. Он же дважды повторил уже, что выход из Будапештского меморандума и заявленная декларация Зеленским о том, что, значит, безъядерный статус, который предполагался этим Будапештским меморандумом, это вполне отменяемая вещь. Так эту реакцию можно перетрактовать так, что он, воспринимая какую-то потенциальную гипотетическую ядерную угрозу, вообще и не откажется от того, чтобы ее предупредить путем применения ЯО, да, ядерного оружия. И что тогда? И что тогда? То есть речь может идти о том, что по существу решения все эти действительно принимает он один. И им выгодно будет сказать, ну это не мы, это безумец. Да? И в какой-то момент просто мы убираем безумца, и все становится на свои места, мы живем прежней жизнью. Прекращаем эту конфронтацию с Западом, никому не нужно, отпускаем там ту часть Украины, которая уходит, вот, и как бы прекращаем хотя бы на десятилетия вот это все, вот всю эту пляску, понимаешь? Они бы хотели спокойствия. Вот при Сталине тоже ведь была проблема, что он трепал все время аппарат, расстреливал, сажал,
И они с облегчением вздохнули, даже сталинисты. Парадокс в том, что сталинисты, когда умер Сталин, вздохнули с облегчением, потому что они хотели просто спокойно жить, не опасаясь, что их заберут. Поэтому это чувство, оно такое традиционное. Я не исключаю, что те, кто, вот, возможно, как-то оппонируют ему осторожно, они руководствуются тем же самым, что и так все хорошо. Живем на миллиардах, страна подчинена полностью. Нахрена нам вот это вот все? Вот зачем нам вот этот кипиш, так сказать, с Украиной и с миром, если и так все хорошо? К чему? Значит, от добра добра, что называется. Это сильный мотив для того, чтобы что-то поменять. Ну, действительно, никогда Россия не так не жила богато. Ну, скажем, может, до 2014 года богаче жила. Но, в принципе, сейчас неплохо живет. Относительно того, как работает, неплохо. Элиты вообще в шоколаде. Просто совсем. Нет, так да? элиты, прежде всего они. Там народ, они не думают об народе. Они говорят о себе. Они говорят, мы живем хорошо. Это они живут хорошо. Они все миллиардеры. Вот всех, кого ты видел на сайте безопасности. Да, конечно. Это в долларах миллиардеры. То есть у кого-то, да, он нищеброд. У него 1 миллиард. А у остальных по 2, по 3, по 5, по 7. Ну, Путин там и говорить нечего. Конечно, они о себе думают. А скажи, пожалуйста, Марк, вот я не сторонник конспирологии, но мне не глупые люди там, например, говорили, вот он даже когда свою эту душу изливал в своей вот этой жуткой фашистской речи про то, что Украина не должно существовать, он сидел какой-то сгорбленный, какой-то такой, что он не может, тяжело ему даже высиживать какое-то время вот так, и может, поэтому и записывали, кстати говоря. Да, что, может быть, это было эпизодами, кусками там какими-то, что, может быть, он там, ну, не знаю, короче, это конспирология. В прямом эфире принципиально не выступает, это известно. Но вот видишь, некоторые говорят, что вполне возможно его такая поспешная решимость – это результат там диагноза. Вот он знает, что там при любых раскладах он 20 раз перепроверял, его там не будет через там какой-то промежуток времени. И вот он поэтому, собственно... Начал чудить. Да. Как тебе? Слушай, ну, это обсуждают. Это обсуждают. Худо-бедно, но ему в этом году 70. Но это мало. Ну, слушай, но при это же возраст вообще тут не относится. Ну, что такое 70 лет при нынешней медицине, при его образе жизни там? Да, но только не при такой нервной работе. Я бы сказал так, при его безэмоциональности надо прямо сказать, что все равно внутри его поджигает. Это все страхи, опасения, риски, мучения разного рода. Это 22 года слишком много. Для одного биоорганизма это очень много. Любого, какой бы он жесткий не был. Это все равно все сильно сказывается. Ну, слухи разные ходят о его здоровье и нездоровье. Я не хочу их, какой смысл, проверить невозможно. Мы же не можем его просто взять и провести с ним анализ. Как он там кал сдать, как он предлагал это сделать Макрону и Шольцу. А он предлагал им свой кал в качестве чего-то или их хотел отведать? Такая скользкая тема, не буду ее продолжать. Здесь масса, так сказать, возможностей для иронизирования, но я не стану, потому что... Это я так неудачно пошутил просто. Продолжай. Да. Просто я думаю, что в какой-то степени, безусловно, его физическое состояние влияет на его решение. Я считаю, вот я его вижу как, в общем, старого человека, двигающегося к немощи. Но это может долгий процесс быть, он может еще 10 лет двигаться к этой немощи. Но это не отменяет того факта, что она неизбежна, она фатальна. И человек в этом состоянии, понимая, что двигается туда, где он не сможет вот так же жестко держать всю эту ситуацию под контролем, он уже начинает совершать ошибки. Ошибки или даже какие-то глупости, или даже безумства, потому что он боится приближающегося этого неизбежного. И я думаю, что в случае с Путиным это точно работает. Он действительно испытывает огромное опасение перед будущим. Он же человек одинокий и политически одинокий, как выяснилось. У него и союзников-то нету, да? Окружен он кем? Подхалимами, понимаешь, лизоблюдами, которым цену он точно знает. 100%. Отношение к Нарышкину – это тому подтверждение. Это напоминает, знаешь, крепостной театр. Вот мне это напоминало, такой плохой. Не как у графа Шереметьева в Останкинском дворце, а очень плохой крепостной театр, да? Ну и слушай, последний, наверное, вопрос, который я хотел с тобой обсудить. Ну, очевидно, понимает это Путин или нет, мы с тобой не знаем, что вот это сейчас его Рубикон. Как Цезарь со своими легионами перешел эту речку Рубикон, с оружием в руках вошел в Рим, и дальше уже пан или пропал.
как я понимаю, стать паном тут очень сложно. То есть фактически он ведет себя и свою страну, и всю свою вот эту весь русский мир к гибели, неминуемой в таком противостоянии. На что он рассчитывает вот всерьез? Он же, знаешь, как-то выразился, это прямая его цитата, а я, говорит, вообще удачливый по жизни. Я считаю, что он рассчитывает вот на фантастическое везение. Вот вечно везло, почему сейчас не должно повезти? Вот раз за разом ему это удавалось, получалось все, почему сейчас не должно получиться? То есть он относится к этому как к должному. И поэтому считает, что все равно ситуация куда-то вырулит в его пользу, вне зависимости от того, что она критически складывается прямо сейчас. Ой, знаешь, это, кстати, подтверждает вот эта расхлябанность Медведева, который всегда обезьянничал его, да, как-нибудь пропетляем, там, это, всех обманем, там, американцы лохи, это задорновщина в голове вот эта дебильная. Да? Ну, Медведев просто он более лапидарен в этом смысле. В смысле, более туп? Он более туп и лапидарен, и примитивен. Потому что, собственно, Медведев, он, как бы сказать, не живет своей жизнью, он подражает. Вот он всю свою жизнь подражал. И это подражание видно, оно заметно. Это знаешь, это такая копия через 5 калек. Вот если кто помнит те времена, да, после 5-й кальки уже. Да, да, после 5-й уже бледная. Да, причем на этой бумаге уже и селедка, и водка стоит, и стаканы пролили, и ничего не понятно. Да, да. И дальше там можно продолжать. Но вот именно так, потому что когда персонаж, значит, заявляет о том, что пора, мы тут вот такие, пытается пыжиться. Ну, дорогой друг, если ты считаешь, что нужно, значит, признать ДНР и ЛНР, какого хера ты, значит, виноградники у тебя в Тоскане, а не под Донецком? Вот простой же вопрос. Почему ты в Тоскане купил огромное поместье, там, с вином и так далее, и там обрабатываешь землицу? Ну, значит, наверное, я другого варианта, да, Марк, не вижу, как он рассчитывает дойти до Тосканы. Тоскана наша, там, я не знаю. Тоскана наша, но просто пусть он в Донецке выращивает виноград. Почему он, значит, решил именно в Тоскане? Я не понимаю. То есть, ну, вот эти вещи в сознании нормального человека, аберрацию возникает, не укладываются. Ну вот, все, последний точный вопрос. Вот как ты это объяснишь? Невозможно, правда, объяснить. Всех детей рожать на Запад, всех отсылают своих баб вот этих, да? Значит, жить на Западе, учиться на Западе, бизнес делать на Западе, деньги хранить на Западе, все хранить на Западе. Зачем им вот это все? Это же все абсолютно перечеркнет. Вот они сейчас начнут большую войну, обрушится вся жизнь всей этой своры. Прям вот просто в течение месяца. Ну, они, знаешь как, они как лошадь бежит, у них шорами закрыто, во всяком случае, у какой-то части. Какая часть здорово бы развернулась, она бы согласилась бы спрыгнуть с этой дистанции. Кстати, по голосованию, заметьте, те, кто не голосовал и не больны коронавирусом, там же их 450 депутатов, а почему-то 351 проголосовали, да? Ну ладно, Жириновский, этот вообще понятно. А остальные-то, вы меня простите, там и Терешкова не голосовала, например, и Яровая не голосовала, там масса людей не голосовала. Куда это они все в один день делись? Ну, слушай, то есть я думаю, что какая-то часть понимает. Марк, ну Валентине Терешковой за полет космический, ты же знаешь, да. Вот. Да. Знаю. Да, поэтому ее траектория, она такая, она прожила от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича. При всех. Шутками 82, что ли, или 83 уже, по-моему. Да. Ну, нам бы прожить, что называется. Но, тем не менее, я считаю, что какая-то часть действительно бежит по этому загону. Они старт взяли и уже остановиться не могут. Вот Путин точно такой. Точно такой, потому что для того, чтобы остановиться, нужно, ну, иметь какую-то часть рациональное критическое мышление в нужном аспекте, да, в нужном секторе полушария, да, понять, что это точно конец. А я думаю, такой, как Путин, он этого не до конца понимает. Ну хорошо, твое мнение, что это, конец? Я считаю, что это отложенный конец, безусловно. Насколько отложенный? Ну, отложенный ровно настолько, насколько Запад захочет потянуть это все. Потому что, еще раз хочу подчеркнуть, что если бы Запад, например, да, вот там 3 объявили детей, да, а кто вам мешает? Сделайте 1000 детей. Их там больше, там десятки тысяч. Да, значит, введите санкции не в отношении 351 депутата, введите в отношении 3000 человек. Не, ну да? это кончик, это один зубчик расчески. Это как можно назвать? Конец иглы Кощея. Но яйца-то, понятно, да, в их руках находятся, в руках Запада. Но просто вот это массовое, всепоглощающее, подавляющее массовость, она бы обеспечила неотвратимость и страх в еще большей степени. Посмотри, как крутится Соловьев. Ты посмотри, что он там выделывает. Себя, то он Левитан, то он Ольга Бергольц, кем он только себя не называл. Ты понимаешь?
То есть это говорит о том, что это реальный страх, это не какое-то хладнокровие там и так далее, да и вообще неинтересно. Да, нет, конечно, это же их жизнь, это их касается, понимаешь? Поэтому я думаю, что нужно сильнее воздействовать просто. Ну, то есть вот этот путь, выбранный Западом, он стратегически верный. Да. Нужно как Но можно масштаб больше должен их... быть другой. Масштаб Нет. другой. Выселять прям, конфисковывать. Они же сказали Листрасу, вы конфисковывай. Ну так конфисковывайте, что вы? Не, а хорошая идея, кстати, вот эти деньги конфискованные сразу перечислять в бюджет Украины. Ну, в той части, которые должны Украине, конечно, безусловно, все отдавать. Нет, но это как страна-жертва агрессии и страна-агрессор. Я думаю, что вот если сейчас он двинет значит, Да. войска в широкомасштабную войну, я думаю, что все, что они выгребут, все пойдет в бюджет Украины. Все. Ну, дай бог, если это так случится, но в любом случае для этого нужно, я повторяю, масштаб, больший масштаб. Да, направление правильно, но нужен масштаб. И Запад, если пойдет, ну там, условно говоря, вот они Северный поток, значит, сертификацию приостановить. Да не надо приостановить сертификацию. Надо сразу просто закрывать проект, да, соответственно, вводить санкции, ну и так далее. То есть Не, ну речь понятно, идет... Марк, но если дальше пойдет, понятно, что речь идет не про сертификацию, а про каюк, да? Да. Ну ладно, я не буду тебя спрашивать Да. прогнозов, это просто глупое занятие. Прогноз что... дело неблагодарное, но пока складывается все, что идет к войне. Сейчас идет все к войне, но, повторяю, остановить ее можно не путем, а давайте мы осторожнее будем с санкциями, а давайте мы не будем раздражать. Как я вот слышу, а зря вот Зеленский сказал про то, что хочет с Будапештского меморандума выйти, потому что это больше мотивирует Путина. Путин не надо мотивировать. У него главный мотив – это уничтожить Украину. Мне Он тоже так кажется. говорит. И вот Да, этой речью своей он исчерпывающе подтвердил. Он сам все Конечно. рассказал. Что Страны тут не должно догадываться? быть такого вообще. Все. И поэтому, соответственно, конечно, здесь прогнозы неблагодарная вещь, потому что если у него есть эта цель, есть это понимание у Путина, он будет действовать именно так, вне зависимости от того, что делают другие. И только резкая реакция может это все остановить, не его самого, а вот то, что я сказал, окружение, всю эту элиту, которая поймет, что да, это конец, а они наконец не собираются вместе с Путиным. Ну или, если это конец, то это конец и России в ее нынешнем виде точно. Ну, безусловно. Спасибо, Марк, за то, что включился, Да, провел с нами достаточно времени. Ты человек занятой, у тебя интересный канал. Да. Все, кому надо, уже подписались, мне кажется, но я все равно скажу, подписывайтесь. Спасибо, Марк. Но моим зрителям я скажу спасибо, за что смотрели этот час. Это был насыщенный эфир с интересными собеседниками. Понятно, что никто не может влезть в голову Путина, да никто уже, честно говоря, и не пытается. Мне кажется, даже Байден на это дело плюнул и сказал уже, будь что будет. Но он сказал, ну, типа, война, значит, война. Ну, значит, будем воевать. Ну, значит, будем. Смотрите АТР, поддерживайте нас через Patreon.